Центр медицины катастроф Коми пополнился еще одним вертолетом. Государственная транспортная лизинговая компания передала Коми Авиатрансу новый вертолет Ми-8 производства Казанского вертолетного завода. Новая техника будет обслуживать Центр медицины катастроф, а также использоваться для транспортировки жителей в отдаленные районы республики. Вертолеты Ми-8 обладают уникальными летно-техническими данными, могут обслуживаться в любых климатических условиях, что очень важно и актуально для нашей республики. О работе центров медицины катастроф, проблемах и результатах работы говорили на научно-практической конференции. Она стартовала сегодня в Сыктывкаре. На нее собрались со всех регионов более 150 представителей центров. Благодаря и правительству Республики Коми мы видим, как развивается санитарная авиация. Буквально сегодня прилетает еще один вертолет Ми-8 НТВ. Ну и мы очень надеемся на решение вопроса по самолету с медицинским модулем на следующий год. На этот год контракт заключен, но вот на следующий год пока у нас вопрос. Центр медицины катастроф Коми в этом году отмечает юбилей. Он был создан в 2014 году. Начинали работу, имея в парке одно воздушное судно. А в 2017 году открыли так называемые точки дежурства в Печоре и Ухте. Таким образом, охватив весь север республики. Уже не первый год идет развитие национального проекта, связанного с санитарной авиацией. Субъекты Российской Федерации получают отдельное субсидирование на именно закупку авиационных услуг и оказание санитарной авиационной помощи населению. Это, наверное, главное, когда санитарный автотранспорт, наземный автотранспорт не всегда может прийти на помощь. Все центры сталкиваются с нехваткой кадров. Опыт республики в решении этой проблемы многие взяли на заметку. К примеру, у регионального центра медицины катастроф стоял острый дефицит реаниматологов-анестезиологов. Здесь взялись за самостоятельное обучение. Действующие врачи проходят курсы. Они рассчитаны на 504 часа. И по завершению медикам присваивается эта квалификация.